Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы сегодня сентябрьским вечером в Якутии сидим за костром и хотим сегодня этот вечер посвятить Расулу Гамзатову. Почему мы хотим ему посвятить одну передачу? Ну, во-первых, Владимир Владимирович Путин объявил Днем языков народов России именно день его рождения, 8 сентября. И с этого года мы отмечаем День родных языков народов России. Расул Гамзатов – аварец. Ему принадлежат такие слова, что он в Дагестане аварец, в России он дагестанец, а в мире он русский. И с этой позиции он как-то очень просто нас вот так вот объял этим выражением. На его родине, в Дагестане, тепло, а сегодня в Якутии у нас вечер холодный, скоро наступит зима. Но тепло его произведений, тепло его поэзии нас греет. Когда мы о нем думаем, тепло у нас в душе. Мы отметили 80-летие нашей победы, и мы помним песню «Журавли» на слова Расула Гамзатова. Песню «Журавли», наверное, знал весь Советский Союз. Действительно народная песня, и сейчас очень много ее поют. В этой песне выражена та боль, те потери, которые мы понесли в Великой Отечественной войне. Я сегодня представляю участников нашей встречи, нашего разговора. Это народный писатель Якутии, член Высшего творческого совета Союза писателей России Николай Лугинов, лауреат международных и российских литературных премий, хирург по профессии Анатолий Слепцов, народные писатели Якутии, лауреат Государственной премии Якутии имени Аюнского Семен Андреевич Попов, Тумат. Николай Алексеевич, вы как ученик, душеприказчик Семена Петровича Данилова. Семен Петрович Данилов, наш народный писатель, он был соратник Расула Гамзатова. Правда, он очень рано умер. Возможно, он так же, как и Расул, должен был быть, наверное, героем социалистического труда. Такое поколение было. В его дневниках очень много метких наблюдений оставил о Расуле Гамзатове Семен Данилов. В вашем восприятии, кто он, Расул Гамзатов? Мне довелось во всесоюзных, всероссийских таких литературных сборищах, пленумах, совещаниях, заседаниях часто видеть его издалека. Но иногда и бывало, что мы оказывались за одним большим застольем. Иногда и в каких-то закуточках, гостинице бегать, как молодому человеку, за бутылкой. Разговоры поддерживались определенным образом. Это была культура общения писателей, для которых вот такие встречи были праздником их жизни, апогеем их жизни. Расул Гамзатов – человек-легенда. Его слова стали легендами. Многие высказывания очень точные, яркие, ясные высказывания. Я знаю, что Расул Гамзатов был человеком своего времени. Он очень рано состоялся. Он родился в семье знаменитого народного писателя, который был лауреатом Государственной премии СССР. Два его старших брата погибли на войне, а он после окончания литературного института в 1951 году стал председателем Союза писателей Дагестана. И он проработал на этом посту вплоть до своего ухода в мир иной, 2003 год. Я очень
горжусь тем, что не сказать, что часто, но раза 4-5 ездил в Дагестан и ездил по местам, где он жил, где живут его друзья, близкие друзья. Человек-легенда. Семен Андреевич, В 1973 году я, будучи студентом Государственного университета, мне декан поручил читать доклад о Расуле Гамзатове на якутском языке. В это время его стихи надо прочитать по-якутски. Но меня помогал Петр Данилов. Он впервые издал отдельной книгой перевод стихов Расула Гамзатова «Высокой звезды». Это его первая книга была. А книга вышла большим тиражом, 15 тысяч экземпляров. Опираясь на эту книгу, на перевод Семена Данилова, я благополучно прочитал эту лекцию. Еще один представитель нашего народа, Илларионов Афанасий Петрович, наш законодатель, перевел сонеты Расула Гамзатова. И потом он этого сам не видел до смерти. Афанасий Петрович меня вызвал, и он мне показал эскиз книги. И говорит: Семен, да, наконец-то выходит сонет Расула Гамзатова на моем переводе. Он сам не успел увидеть, в руках не держал. Вот так что наши поэты две ветви творчества Расула Гамзатова дали своему народу. И стихи в переводе Семена Данилова уже народ получил, и сонеты в переводе Афанасия Илларионова получил. Так что Расул Гамзатов публицист, хороший поэт и очень умный, талантливый человек. Вот такие люди сплачивают нашу национальную литературу. А роль Расула Гамзатова в развитии национальной литературы нашей России очень огромна. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Расул Гамзатов был очень близок к Семену Данилову. И через Семена Данилова мне удалось еще при его жизни видеть его не только издалека, но и посидеть за одним столом. Удивительное дело, что какие-то личности схожи в выборе своего окружения. Удивительно то, что Вадим Дементьев, наш общий друг, вот с Семеном Андреевичем, он был очень близок к Расулу Гамзатову. И он часто тоже ездил, писал о нем. Ему очень нравились его статьи о нем, о его творчестве. И вот его ближайшим соратником был Магомед Ахмедов, который во время моего пребывания в Москве в литературном институте тоже заканчивал литературный институт. Мы с тех пор неразлучно дружили до самых последних дней его жизни. Всегда восхищался Расулом Гамзатовым. И знаю легенды, какие ходили о нем. Зависть, наверное, была источником злых легенд о нем.
о том, что его переводчики сделали знаменитым. А если бы у них были такие переводчики, как Наум Гребнев и прочие, и они бы также прославились. Да ничего подобного. В переводе обнаруживается истинное место поэта, истинный его талант. А вот на пустом месте перевод не сделаешь. Если вещь плоская, из него не сделаешь ничего. Это я точно знаю на своем опыте. Расул Гамзатов, его высказывания были очень ясными, яркими. Во время перестройки, как и везде, и в Дагестане, очень большие слова говорили активисты нового времени о суверенитете, о независимости. Он послушал это и сказал: ну что вы мне говорите, суверенитет, суверенитет. А я вот свой суверенитет потерял столько лет назад, как только женился на Патимат. И ничего, живу. Вот удивительные слова. Когда Советский Союз разрушился, в 1993 году он сказал: я был поэтом великой страны, а остался сегодня поэтом одного ущелья. Какие глубокие слова! Каков горький смысл этих ярких, глубоких выражений, которые коснулось всех, и поэтов, и тружеников, и ученых. Всех. Никто не обрел ничего, кроме определенных личностей. Его слова, которые стали легендами, они настолько поучительны, что их можно снова и снова повторять при разных обстоятельствах жизни. Когда я окажусь на свете том, отца и маму снова повстречаю. Беседу не отложим на потом, как на земле, а я не отвечаю. Как праведным поведать правду им, уж лучше б родился я немым. Когда я окажусь на свете том и встречу там войной убитых братьев, ну как страна, как родина, как дом, впервые им захочется солгать мне. Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уж их страны? Когда я окажусь на свете том и встречусь с закадычными друзьями, они, узнав меня с большим трудом, вопросами засыплют, как цветами. Где лучше, на земле или здесь? Ответь. В глаза им не посмею посмотреть. Когда я окажусь на свете том, то в третий мир хочу попасть без спроса, где тишина и где Аллах с Христом не задают мучительных вопросов. Расул Гамзатов для меня вот остается человеком-загадкой и тем и притягателен, наверное. Когда я вот впервые услышал песню «Журавли», мне показалось, что вот, ну, слова-то все вот были на поверхности, но именно кто-то должен был это, наверное, написать и сказать, чтобы весь народ встрепенулся и тоже воспринял слова этой песни близко к себе, к своему сердцу, да. Я думал, что он пишет на русском языке, и вот до сих пор как-то двоякое ощущение, что, может, в самом деле переводчики его были хорошие, что это его личные слова, или же это вот
поработали переводчики. В этом что-то интересное кроется. В старину писали не спеша деды на кинжалах, и кинжалами то, что с помощью карандаша чушь я выразить словами вялыми. Деды на взлохмаченных конях в бой скакали, распрощавшись с милыми, и писали кровью на камнях то, что чушь я написать чернилами. Слово может задержаться на языке не только у человека, который заикается, но и у того, кто ищет наиболее подходящее, наиболее нужное, наиболее мудрое слово. Я не надеюсь поразить мудростью, но я не заика, я ищу слово. Он так пишет в своем предисловии к произведению «Мой Дагестан». Это труженик слова. «Мой Дагестан», я думаю, больше философская книга. Она вроде бы пишется о бытовых каких-то делах, а на самом деле идет работа размышления о литературе, о силе слова. Когда вот читаешь, как-то непонятно, вот кто такой этот Абу-Талиб, который излагает такие глубокие мысли. Хочется узнать, и это действительно есть такой человек Абу-Талиб рядом с Гамзатовым, а как-то через него он передает свои вот мысли, что вот, например, выстрелишь там пистолетом в прошлое, и будущее в тебя выстрелит пушкой. Это вот цветисто и красочно и глубокомысленно, как-то по-кавказски это сказано. Читая книгу, ощущение, что в двух ипостасях, и как прозаик, и как поэт, Расул не знал себе равных. Действительно, для меня это загадка. В книге он пишет же, Абу-Талиб сказал. Мне тоже показалось, что это Абу-Талиб какой-то классик кавказский, который давно в Средневековье жил. Оказалось, что это его Почти современник. почти современник. Но друг отца, устами этого Абу-Талиба очень много таких моментов. Абу-Талиб в Москве захотел спросить о чем-то у прохожего, а прохожим оказался англичанин. Абу-Талиб сначала на аварском сказал, потом на кумыкском сказал, потом на дагестанском сказал. Человек ничего не понимает, а этот англичанин сначала на английском, потом на немецком, потом на французском. Оба не поняли друг друга, а потом приезжает, рассказывает. Один его земляк говорит: ну чё ты такой, Абу-Талиб, такой некультурный, не можешь даже поговорить с человеком. Абу-Талиб сказал: ну, не только я некультурный, но и тот англичанин тоже некультурный. Он не знал ни одного языка, на котором я разговариваю. У Расула Гамзатова 3 дочери. Он очень хотел сына. Когда родилась 3-я дочь, он написал телеграмму жене: спасибо, Патимат, за принципиальность. Его отец. Гамзат Сада. Однажды они сидят у костра, костер потух. В то время Расул читал свои стихи отцу. И хочет услышать, что он похвалит, думал. Отец молчит, сидит, курит и спрашивает, кажется, как мои стихи? Отец молчит. Костер потух, осталась зола. И он берет эту пилетку вот, и говорит: видишь, как там угольки лежат. Старые сада от этого огонька может взять огонь для трубки. Вот такая у него оценка была своего сына. А Расул — это посланец. Сам Бог послал аварскому народу человека именем Расул. И Бог послал Расула нашей России. Так что он посланец с неба. Этого он подтвердил
своим творчеством, своим гениальным мышлением. Такие люди, как Расул Гамзатов, появляются только для счастливого народа. Аварский народ счастлив, что у него есть Расул Гамзатов. У нас, якутов, есть Алексей Клоковский, Семен Данилов и многие другие наши старые поэты-писатели. Так что поэты, хорошие поэты, это посланцы неба, я думаю. Это подтверждает Расул Гамзатов. Я так думаю. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. А песня эта имеет свою судьбу. Это говорят «отжигите». А переводчик согласуется с Расулом Гамзатовым. Получилось очень хорошо. Он сам доволен, Расул Гамзатов. Его потрясла история кавказской женщины, которая потеряла в войну 7 сыновей. Эта история очень потрясла. В это время умирает мать. Композитор Ян Френкель, уходящий. Марк Бернес поехал в студию и прямо одним дублем спел эту песню. И она уже действительно, видимо, от Бога. У нас Феврония Малгина, которая потеряла 5 сыновей. Есть хроника, где в Нижнем Новгороде в 70-е годы Малгина на могиле солдата принесла из родины горсть земли и положила ее состояние душевное. Кинооператор Сантаев схватил и увековечил в кинохронике жуткие кадры. У каждого народа есть вот это в реальности такие матери, которые понесли такое горе многих сыновей своих. Такие истории объединяют наш народ. У нас было единое горе у всех народов. Мы через такое прошли. У меня в семье тоже большое количество моих родных
людей полегли на поле боя. Точно так же я очень близко воспринимаю вот эту песню. Но с другой стороны, ведь это наша тюркские легенда. Воин, который погибает на поле боя, он становится птицей, белой птицей и летит в небо. Легенда, которая пришла из глубин многих веков, а то и тысячелетий. Я часто думаю о моем друге Магомеда Ахмедове. В Дагестане после Октябрьской революции, после 17 года, огромное количество русской интеллигенции, учителей, врачей, инженеров, работников культуры, искусства, очень много народу прибыло из России, чтобы помочь молодой дагестанской власти советской. И многие из них и до 70-х, 80-х годов приезжали, уезжали русские учительницы. У меня первая учительница в ауле тоже была русская. И они очень большой след оставили в жизни. После гибели Советского Союза такие пошли, начали продувать какие-то разные ветры по поводу того, нужно, не нужно, там, Россия, не... И вот эта идея возникла вообще в общедагестанском таком масштабе. Поставить памятник русской интеллигенции, ну, олицетворением этого сделать русскую учительницу, которая преподавала нам. Понимаете, удивительное было состояние при советской власти. Вот сегодня представить совершенно невозможно. Наверное, то же самое было и в Якутии, я так думаю, что вот простые ребята из улусов, там, из аулов, ни разу не видевшие даже русского человека, не поговорившие с ним, благодаря тому образу жизни, знаниям, которые нам давали учителя в школе, мы могли приезжать спокойно после этого улуса или после аула в Москву, Петербург, другой любой город, сдавать экзамены в любой университет, и потом по русскому языку и литературе поступить, не имея никакой спины, не имея никаких, имея только собственную голову, собственные знания. Это было величайшее достижение. Наверное, вряд ли когда-нибудь такое повторится. Этот памятник стоит в Махачкале, и действительно он очень важный и нужный памятник. Не только, что бы мы ни говорили, мы так срослись с Россией, срослись с тем менталитетом, который вот за эти 100 лет последних особенно у нас сложился. Поэтому Расул Гамзатов, когда ему сказали об отделении с Россией, он сказал ту гениальную, замечательную фразу: «Мы никогда добровольно в Россию не уходили и добровольно из него не уйдем». Мы много говорили с ним о Расуле Гамзатове. Говорили в Орле, в Москве, во Вьетнаме. Литература, она удивительна. Литература, она переплетается с жизнью, с судьбами конкретных людей. Я не могу не вспомнить вот своего друга, имя которого связано с именем великого Расула Гамзатова. Конечно, тут же всплывают и имена моих учителей. Имя Семена Данилова, который за год до смерти приезжал ко мне на родине, чтобы посмотреть, какова земля этого мальчика, которого он очень приблизил к себе. И он специально заезжал на эту землю, в этот Тастумус, который овеян древними легендами. И вот эти древние легенды, где бы они ни были, они вечны своей мудростью. Они объединяют все народы. Эту великую ноту подхватил
понял раньше всех других, может быть, Расул Гамзатов. И в этом его величие. Он выразил не только свою мудрость, но и всенародную мудрость. И мудрость, которая объединяет некогда родные народы, породнившиеся в веках. Эта мудрость их сегодня объединяет. Дагестан для меня тоже совсем не чужбина, совсем через стихи моих близких людей, через стихи великого Расула Гамзатова. Вот эти стихи, его литература входит и в мою жизнь, литературу моей Якутии. Трудно ее представить без стихов Расула Гамзатова. Каждое поколение воспринимает по-своему и с каким-то под определенным углом. Всегда литература связана с судьбой писателя, лично его судьбой, его отношение к своим родителям. Вот ты тоже ученик великих людей и сын очень знаменитого, популярного человека. Это, наверное, ты находишь отзвук в стихах Расула Гамзатова. Во время учебы в Литинституте там в фойе были фотографии всех писателей, которые получили государственные премии СССР, да? И вот там вот и Расул Гамзатов, и наш Семен Данилов был, и Чингис Айтматов, и Кугультинов и так далее. Вот, ну, так сказать, весь пантеон наших великих классиков. После вот такого перерыва, когда я из Якутии впервые поступил туда на учебу, то это было моим щитом, что вот было время, когда вот во времена Советского Союза все талантливые поэты, писатели учились в литературном институте. И как бы эта тема продолжается, и все народы составляют нашу Россию, все нации, все народы, которые населяют эту большую территорию и создают мир именно русской литературы. Поэтому связь-то все равно с прошлым имеется и, по-моему, продолжается. Все, что в нас хорошего бывает, молодостью люди называют. Пыл души, непримиримость в спорах, говорят, пройдут, и очень скоро. Говорят, когда я старше буду, я горячность юности забуду. От тревог и от дорог устану. Говорят, я равнодушным стану. Сделаюсь спокойным и солидным, безразличным к славе и обидам. Буду звать гостей на чашку чая, от друзей врагов не отличая. Если правда может так случиться, лучше мне сегодня ж отступиться. Лучше мне такого не дождаться, нынче в пропасть со скалы сорваться. Из наших друзей погостил Гамзатова Расула Василий Егорович Васильев, наш друг. Для него Расул Гамзатов пригласил человека, который исполнил народные песни в честь посещения нашего Василия Егоровича Васильева, Харсхала, нашего народописателя. Мы сегодня поговорили сентябрьским якутским вечером у костра о Расуле Гамзатове. Хотя пробирается уже холод, скоро наступят у нас холода, скоро выпадет снег, но нам тепло сегодня от того, что мы поговорили о такой величайшей личности, как Расул Гамзатов. Мы говорили о том, что это стихотворение в переводе Гребнева «Журавли», и как
эта песня стала народной песней всех нас, кто познал Великую Отечественную войну. И вот эта боль, эта утрата нас объединяет. И эта песня как-то даже очищает. Мало кто, наверное, без слез слушает. Всегда подступают слезы, когда слушаешь в исполнении Марка Бернеса. Великое искусство, великое произведение может вызвать такой катарсис в душе человека. И то, что он сказал в конце жизни с таким отчаянием, что он был поэтом великой державы, а стал поэтом одного ущелья, тоже очень горькая правда. Человек задумывается, поэтому нужно беречь нашу родину, нашу землю, наши чувства, наших матерей, наших сыновей. О человечности, по большому счету, его поэзии. В своей книге пишет, что горец, он бережет свою папаху и свое имя. У якутов тоже есть негласный закон, что ты после себя оставляешь детей и имя свое. Имя не должно быть опороченным. Надо вот беречь имя, тоже одна мудрость, которую мы читаем в его книге. Вершина далекая кажется близкой. С подножья посмотришь, рукою подать. Но снегом глубоким, тропой каменистою идешь и идешь, а конца не видать. И наша работа нехитрою кажется. Останешь над словом сидеть, ворожить, не свяжется строчка, и легче окажется взойти на вершину, чем песню сложить. Он пишет о том, что он все время ищет слово. Говорят на Кавказе, заика ищет слово, а Расул говорит, но и поэт тоже ищет слово, а слово дает смысл. И притом этот смысл межнациональный. Все народы имеют свой язык, но находят схожий смысл. Каждый на своем языке. Вот в этом и величие таких классиков, как Расул Гамзатов, который объединяют народы. Как сегодня сказал Николай Алексеевич, слово – это смысл. Обретение смысла посредством поэзии таких поэтов, как Расул Гамзатов, как-то нас одухотворяет. И в нашей жизни действительно должен быть смысл. Смысл, тогда только человек живет с верой в будущее. Пусть будет смысл у нас во всем. Спасибо. До следующих встреч.